29 марта средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,91 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,14 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 11,83 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,91-33 до 10,94 сомони. 1 евро от 11,83-55 до 11,98 сомони, 1 российский рубль от 0,1420 до 0,1450 сомони. Мировые цены на нефть в среду утром растут после публикации данных Американского института нефти по запасам нефти в стране. Цена на нефть марки Brent составила $78.31 за баррель, марки ВТИ $73.60 за баррель. Стоимость золота опускается в среду утром. Спрос на металл снизился на фоне ослабления опасения за банковский сектор и составляет $1984.95 за тройскую унцию. Первое заседание делового совета Таджикистана и Туркменистана, а также бизнес-форум предпринимателей двух стран состоятся с 6 по 8 апреля в Душанбе. Об этом сообщает агентство Хабар со ссылкой на сообщение Торгово-промышленной палаты Таджикистана. В рамках этих мероприятий также запланирована выставка экспортных товаров двух стран. Сегодня Таджикистан и Туркменистан развивают сотрудничество по самому широкому спектру вопросов, в том числе и в торгово-экономической сфере. В состав делегации, представляющей Туркменистан, войдут 100 предпринимателей, работающих в различных направлениях, и эксперты. Таджикистан будет представлять свыше 200 отечественных предпринимателей. Источник отмечает, что основная цель мероприятия – это укрепление делового сотрудничества в сфере бизнеса, поиск новых партнеров, обсуждение существующих актуальных вопросов и перспективных направлений, дальнейшее расширение экономических и деловых отношений, контактов между предпринимателями и инвесторами Таджикистана и Туркменистана. Следует отметить, что в последний раз инвестиционные возможности двух дружественных государств рассматривались в формате таджикско-туркменского бизнес-форума в 2017 году. Президент Таджикистана утром 29 марта выехал в Сагдийскую область и принял участие в открытии 2 птицефабрик в городе Гулисон. Об этом сообщает пресс-служба президента. На птицефабрике ООО «Ганджи Самон» годовой мощностью до 500 тонн курятины имеется 4 курятника для разведения бройлерных цыплят, отмечается в сообщении. Сумма оснащенного современного отраслевого оборудования и технологий составляет более 2 миллионов сомони. Здесь выращивается 50 тысяч птиц, трудоустроено 20 человек, средняя заработная плата которых составляет 1500 сомони, подчеркивает пресс-служба. На другой фабрике Мурги Бибахо годовой мощностью в 300 тонн куриного мяса работают 12 гулистанцев. Рядом с предприятием открыт холодильный склад, рассчитанный на хранение 3000 тонн сельхозпродукции и мясных продуктов. Он является единственным на территории города. Президент поручил увеличить число таких современных холодильных складов. Эмомали Рахмон пробудет в Согде 4 дня. Палата представителей США приняла в понедельник, 27 марта, законопроект, согласно которому американские власти должны добиваться лишения Китая статуса развивающей страны в международных организациях и соглашениях. Законопроект под заголовком «КНР не развивающаяся страна» был одобрен единогласно 415 голосами, указывает издание Hill. Законопроект предписывает госсекретарю добиваться изменения статуса Китайской Народной Республики с развивающейся страны на страну с доходом выше среднего, страну с высоким доходом или развитую страну во всех международных организациях, в которые входят как США, так и Китай, и при подписании любых международных соглашений, стороной которых является США. Как полагают законодатели, вне зависимости от того, увенчаются ли эти попытки успехом, США следует добиваться того, чтобы Китай не пользовался режимом преференций и не получал помощь в организациях в связи с наличием у него статуса развивающейся страны. Предполагается, что власти США должны отчитываться перед Конгрессом об усилиях по реализации всех указанных мер. По размерам экономика Китая уступает только американской. К Соединенным Штатам относится как к развитой стране. То же самое следует сделать и с КНР, заявил один из авторов законопроекта Ян Ки.
Китай злоупотребляет своим статусом развивающейся страны, получая помощь в развитии и займы от международных организаций, отметила она.